Со сценаристом и будущим кинорежиссером Саты Балды Наримбетовым я познакомился в конце 1979 года, когда, поступив на высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров в Москве, мы оказались в числе счастливчиков, попавших в эту кинематографическую кузницу кадров. Нас было 12 человек, принятых на курсы. И распределились мы по 3 мастерским, которыми руководили самые выдающиеся режиссеры советского кино – Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и Никита Михалков. Наримбетов сразу обратил на себя всеобщее внимание своим необычным для русского слуха именем – Саты Балды. Понимая это, он предложил звать себя попроще – Сакен. Так мы все его и называли. Сакен учился в мастерской у Георгия Данелия, а я у Эльдара Рязанова. Обе мастерские готовили режиссеров комедийного фильма, и считалось, что на них учатся самые веселые и остроумные люди. Но на самом деле среди 12 студентов не все отличались этими качествами. Что касается Сакена Наримбетова, он им соответствовал полностью. Всегда жизнерадостный, веселый, он был постоянным участником наших шуток, веселья, застолий. Среди 12 режиссеров, которые все были товарищами и помогали друг другу, образовались группы наиболее близких друзей. В мою, помимо меня, входили Георгий Киворков из Еревана, Геннадий Земель из Риги и Сакен Наримбетов из Алматы. Наша группа была самая веселая и поднимала настроение всем остальным. Окончив высшие курсы, я вернулся в Ленинград и в ожидании своего фильма-дебюта работал вторым режиссером на картине Виктора Аристова «Порох» про первые дни блокады Ленинграда. Поскольку Виктор Аристов был родом из Казахстана, то свою законченную картину он захотел показать у себя на родине. Поэтому мы вместе с ним и с картиной прилетели в Алматы, где меня встретил Наримбетов. Наша встреча была радостной и запомнилась на всю жизнь. После этого мы не виделись, но постоянно переписывались и внимательно следили за творчеством друг друга. А также сохраняли традицию, начатую еще на высших курсах, подтрунивать, подшучивать друг над другом. Так, в своей первой полнометражной ленте «Фонтан» я своего главного героя, строителя Каракумского канала Кербабаева, назвал именем Наримбетова Саты Балды. Знакомьтесь, вот это наш новый водопроводчик. Здравствуйте. Саты Балды Кербабаев. Кербабаевич. Вот, строитель Каракумского канала. Здравствуйте. Он бывший мелиоратор. Что я вам еще могу сказать? Он, конечно, оценил эту шутку и, в свою очередь, в своей замечательной картине «Жизнеописание юного аккордеониста» назвал своего героя, мальчика, Юра Мамин. А сам кто такой? Я Юра Мамин. Мамин? А почему не папин? Это фамилия такая. А отец у тебя есть? Да, был да сплыл. Теперь он в тюрьме сидит. Конечно, наши шутки неизвестны зрителю, но нам с Сакеном они приносили большую радость. И мне было всегда приятно чувствовать, что в далеком Алматы живет мой близкий товарищ и друг Саты Балды Наримбетов. Теперь, когда его не стало, жить стало грустнее. Но он живет в моей памяти, постоянно живет и будет жить там до конца моей жизни, до того момента, когда мы вновь с ним встретимся в другом мире. Я, конечно, не могу на 100% в этом быть уверен, но очень на это надеюсь. Так, вы видите, я улыбаюсь. Потому что, когда я думаю об этом человеке, я всегда улыбаюсь. Саты Балды Нарымбетов, близкий мой был друг. Царствие ему небесное, вечная ему память. Это имя, а мы его друзья называли просто Сатен, вот, это имя должны знать все зрители Казахстана. А его имя известно не только в бывшем Советском Союзе, во всех республиках, но и в Европе. Потому что он был удостоен самой высокой награды кинематографистов в Париже. Что можно сказать об этом человеке? Когда меня пригласили, я прочитал сценарий, который меня привлек неожиданным поворотом в характерах персонажей. Я играю русского, но родившегося в Казахстане. А Дасхан играет казаха, но родившегося в России. И вот два друга, два летчика. Началась перестройка, стали открываться кооперативы, а мы приобрели кукурузник, самолетик маленький и устроили такую, значит, как бы фирму «Алям салейкум». И летаем между
Казахстаном и между Россией, потому что в результате нам ни там не разрешают приземляться, ни в России не разрешают приземляться. Позови этого в кепке. Иди сюда! О! Где тут ваш аэродром? Какой аэродром? Аэропорт в Астрахани. Ну а где же садиться-то будем? Как где? Вот на эту дорогу и сажай. А что ты слушаешь, сразу-то не сказал? Вот дает, а! Ты же не спрашивал, когда мы договаривались. Слушай, я тебя сегодня убью, если сядем. Помоги, полегче, полегче! Давай я тоже возьму штурвал. Через 2 дома направо. Вот, это и есть наша улица. Имени Долорес и Барури. Стоп, дяденька, стоп! Слушай, пацан! Пока я добрый, уйди отсюда! Спасибо, дяденька. Не трогай меня! Но мы играем в игру народную омпа. Подбрасываешь косточку, и она, если ребром встала, мы говорим омпа, значит будет удача, значит все будет хорошо. И этой сценой заканчивается кинокартина. И Сатен придумал замечательно совершенно, что в финале мы должны были погибнуть в этом самолетике, но мы покидаем этот самолетик, на парашютах приземляемся в пустыне. А косточка оказывается при нас. Мы ее подбрасываем, она встает ребром, и мы счастливые кричим: «Салам алейкум! Омпа!» Конец фильма. Вот такой счастливый, можно сказать, полутрагический, полусчастливый финал этой кинокартины. Давай еще раз попробуем. Рискнем! Давай, Даур. Ну, давай. И вот мы познакомились с Сатеном. Это удивительно интеллигентный, мягкий человек. Со всеми обращается очень уважительно. Вся группа его обожала просто. Атмосферу он создавал потрясающую, очень творческую. За что мы, актеры особенно, были ему весьма и весьма благодарны. Приглашал нас к себе домой, угощал национальной кухней. И очень волновался, понравилось нам это или не понравилось. Используя настоящих пилотов, летчиков, которые нас дублировали в этом самолетике, мы на этом самолетике по его просьбе к летчикам мы облетали самые-самые красивые места Казахстана. Он нас знакомил со своей родиной, которую бесконечно любил. Но самое главное, он служил верой и правдой дружбе. Это был его, можно сказать, Бог, Аллах. Вот. Дружба для него была очень дорогим подарком для человека, для человечества. И этому он посвящал свои фильмы. Спасибо ему за это. Счастья ему на том свете. А на том свете его Господь встретит, я думаю, положительно. И прекрасно, что его именем будет называться кинозал. Замечательно будет, если на стене Казахфильма, прекрасной киностудии, будет мемориальная доска Нарымбетову.
A few years ago, I had the great privilege to spend 3 months at Sati Baldi's side, in the cutting room of Amanat. I have savored every moment of his warm presence. His wit, his kindness, his sense of humor, I miss a lot. He was filled with passion for Kazakhstan, knew everything about the history of Kazakh people, and shared his knowledge with enthusiasm and love. Kazakhstan will miss him, cinema will miss him, and I miss him a lot. Я ваш маэстро. Вот посмотрела, почитала эту замечательную книгу, и как будто с Акеном повидалась, как будто поговорила с ним. Уже прошло больше полугода, как Сакен ушел из жизни. И чем больше проходит времени, тем острее ощущаешь вот невосполнимость этой потери. Мне судьба подарила встречу с этим удивительным, замечательным человеком, очень добрым и очень талантливым. И он очень значим в моей жизни. Он для меня так много сделал. Когда мне исполнилось 55 лет, и я готовилась уже стать пенсионеркой, не знала, что я буду делать дальше, мы были на киношоке. И вдруг он так на меня иронично посмотрел со своим прищуром и говорит: ну что, состарилась? Теперь ты моя актриса. Я страшно удивилась. Он говорит: да, я пишу сценарий, и для тебя пишу роль. Тетя Катера. И вот каждый день он приносил на пляж новые сцены, разыгрывал их передо мной на рассказывал. И так вот создавался сценарий фильма «Молитва Лейлы», где я играю роль тети Катеры. Мы с Акеном знакомы и дружны больше 50 лет. Мы познакомились еще в Авгике. И он меня приглашал играть в его студенческих постановках. И даже одну постановку мы показали его мастеру Георгию Николаевичу Данелли. Ну, Данелли нас раскритиковал, значит, рассказал все, что мы неправильно сделали. Вот. Ну и мы продолжали вот так дружить, участвовать в жизни друг друга. Сакен приходил ко мне в гости, и я думаю, ну все, у меня вот есть друг на Казахфильме, и теперь он будет меня приглашать сниматься. Ничего подобного. Шли годы, один за другим, потом шли десятилетия, и он меня не приглашал ни в один свой фильм, даже на кинопробы. И так прошло 30 лет. И вот это вот предложение сыграть у него тетю Катеру, которую он писал специально для меня, это вот произошло, когда мне уже исполнилось 55 лет. И когда перед актрисой очень сложная встает задача. Уже молодые роли нельзя играть, а на старушек еще не приглашают. И вот эта тетя Катера с этой ролью, он как бы вот сломал мое амплуа, что ли, в кино. Вот, и помог мне перейти на характерные роли, на возрастные, за что я ему очень благодарна. Ну и, конечно, для меня фильм «Молитва Лейлы» в его огромном творческом портфеле для меня самый важный. И еще для меня важно то, что вот тетя Катера вошла в его целую плеяду женских образов, человеческих образов, вошла в его удивительный киномир. Попьем чайку, сходим в баньку, а потом поедем в караул. Попируем. Там сегодня свадьба. Никуда я сегодня не поеду. Тебе надо? Ты езжай, а я не поеду. Огрызается еще.
человек. И нас связывала не только вот творческая потом дружба, я уже еще снималась у него, Мустафа Чукай, еще собиралась сниматься, но, к сожалению, уже не успели мы. Вот. Но я очень люблю его семью. Я была знакома с Истулей, его женой, и всегда мне Сакен говорит: вы с ней очень похожи, вы одинаково боевые такие, озорные. Вот. И я очень люблю его детей, Искандера и Мухита. А его любимый внук Алимхан в 2003 году он оказал мне честь и пригласил меня участвовать в обряде разрезания пут. Вот. Так что семья для меня тоже очень близкая, и мы всегда видимся, когда в Москве бываем или в Алма-Ате. И, конечно же, я желаю им всем огромного счастья, вот, большого пути в жизни, чтобы они были достойны памяти своего отца, своего папы Сакена Нурымбетова. Сакен ага, очень сложно говорить о нем в прошлом времени. Этот человек для меня как киноотец. Мне посчастливилось, я приехала с супругом в Казахстан, он монтировал «Аманат», и тогда Сакен ага попросил меня присутствовать в монтажной. Он так это посмотрел на меня и немножко подобманул. Он сказал, что ему нужна моя помощь. Я с удовольствием помогала ему, так я думала, в течение 3 месяцев. На самом деле это он помогал мне, он меня буквально вырастил за эти 3 месяца. Хотя я изучала кинопрофессию в Париже уже давным-давно, уже думала, что я режиссер. Но он как бы отскабливал от меня вот все, что на мне было чужое, не мое, мне не принадлежало. И это было очень интересно, он со мной долго беседовал, он меня слушал, он так смеялся моим историям. Это был единственный человек, которому я могла рассказывать историю своего детства, про мою бабушку Сару. И он смеялся, он так от души смеялся и радовался. И вот однажды, за неделю примерно до нашего отъезда обратно в Париж, за обедом, он как-то так расхохотался одной моей истории, и он мне сказал: вот ты все рассказываешь, Вика, рассказываешь, а почему ты это не напишешь? Я ему ответила: вы знаете, Сакен ага, кому интересно мои истории читать? Он сказал: как кому? Мне? Напиши для меня. Вот сейчас вернешься в монтажную, напиши, пожалуйста, 3 маленькие истории. Я пришла, добросовестно написала, он прочитал и сказал мне: эти 2 – это отрывки из фильма, ты их когда-нибудь потом обязательно снимешь. А вот эта, девочка моя, короткий метр, иди и снимай. И это было моим возвращением в кино. Я сняла свой фильм «Менин Казенам». Он не только подтолкнул меня и поверил в меня. Он предоставил мне дом своего брата. Он сам у меня снялся, вся его семья. Он предоставил мне своего сына Искандер, который стал моими киноглазами и снял уже 2 моих фильма. И, можно сказать, весь кастинг почти обоих фильмов, которые я сняла в Казахстане, это была его помощь. Он как бы отобрал их для меня. Вот. Рахмет, Сакен ага, я вас очень люблю, и мне очень вас не хватает. Одну из первых картин я монтировал в Алмате, с Иркичем. И тогда я познакомился с Сакен ага. Я не помню, по-моему, черновой монтаж я ему показывал. И он был просто без ума от этой картины. А вообще он, конечно, очень хорошо относился к киргизам. По-моему, у него бабушка киргизская. Вот. И он же предложил отборщикам, там, по-моему, Гульнара Быкеева была, но, видимо, и он сказал. То есть, получается, что Сакен ага, ну, каким-то образом, как бы дал мне дорогу
на европейские фестивали, наверное. Вот. И с тех пор, в принципе, при любой встрече он все время говорил, как, ну, то есть все время расспрашивал и так далее. Если приезжает киргиз, он все время говорил, как там, и так далее, и так далее. Я думаю, что он души не чаял в киргизах. В 1993 году Сакен Ага пригласил меня в качестве оператора-постановщика на свой фильм «Жизнеописание юного аккордеониста». Что ты стоишь? Пошли. Вот с тех пор у нас завязалась такая дружба. Да. После этого мы еще сняли одну картину с ним, Мустафа Шухай. Сакен Ага запомнился мне, знаете, он такой был модником. Почему-то делать его всегда вспоминает. Это кепка, моднючий там какой-нибудь пиджак одевал, вот, шарф обязательно. Вот. И вот такие вот у него были огромные очки, большие прям. Одевал. Сам-то он маленький. Да, вот таким он мне запомнился. Ну, благодаря ему, можно так сказать, то, что он мне открыл дорогу в казахское кино. Был еще один такой случай. Мой сын поступал в Жургеново на бюджет, и по каким-то причинам не получилось, и тогда он мне сказал, говорит, пусть поступает на контракт. Он говорит, я ему весь контракт оплачу. Вот такой был человек Сакен Ага. Так получилось, что я работаю в кино, и я уже второй представитель второго поколения в моей семье. Киношник, киноактер. Мой отец много лет работал в казахском кинематографе. И я тоже работаю много лет в казахском кинематографе, но это не благодаря моему отцу. Это благодаря Сакену Ага. Он стал моим крестным отцом в казахском кинематографе. Благодаря ему я пришел в современное киноискусство Казахстана, и мое имя стало известным. Но дело даже не только в этом, не только в профессии. Дело в том, что наши личные отношения с Сакеном Ага были такие, что он был для меня и в жизни как второй отец. Он был мой учитель, мой наставник, мой старший друг. И, конечно, мне по этим двум причинам, просто как профессионалу, просто как ученику Сакена Ага, очень приятно то, что происходит сегодня. Но опять же, дело даже не в этом. В Японии есть такое понятие «национальное достояние» или «достояние национальной культуры». Это могут быть значимые предметы старины или искусства, которым много веков, которые знает весь мир, которые представляют собой, в принципе, японскую культуру во всем мире как визитную карточку Японии. Но в некоторых случаях такое звание присуждается еще и людям, и не только тем, которые уже много сделали для национального искусства и умерли, но и живым людям тоже. Сакен Ага всю свою жизнь занимался сохранением и развитием национальной культуры Казахстана. И в какой-то момент, который мы все не заметили, произошло то, что он сам уже стал достоянием национальной культуры Казахстана. И очень жаль, что мы такие вещи понимаем только после ухода человека. Но, слава Богу, хотя бы понимаем. И мне особенно приятно то, что его именем назван кинозал, в который будут ходить студенты. Те люди, от которых зависит развитие национальной культуры Казахстана в ближайшем будущем.
Потому что Сакен Ага все, что мог для этого, сделал в прошлом и в настоящем. Теперь ваша очередь, очередь молодых, подхватить это знамя и нести его вперед. Друг, он был веселый, в работе он был веселый. Так как я люблю веселых людей, потому что я сам человек веселый, то поэтому мы, наверное, и подружились. Но он был, я же его прозу читал, он мне давал. Даже раньше, наверное, чем... Хотя нет, я фильмы его уже смотрел, но он мне потом прозу давал читать, книги свои. И мне она очень нравилась. И поэтому как бы мы дружили. И вдруг уже мы были достаточно много лет знакомы. И вдруг неожиданно он предложил мне и моему другу, режиссеру Ильдору Уразбаеву, написать сценарий по его книге «Гамлет и Сузака». Я говорю: Сакен, для меня было странно. Он же закончил ГИК сценарный факультет, он сценарист, плюс он режиссер тоже профессиональный. Я говорю: ты что, сам сценарий не можешь написать? Ну, я хочу, чтобы вот вы написали сценарий. Он так мне не... Я до сих пор, к сожалению, я очень поздно уже узнал, что он ушел туда, на небеса. И поэтому так я и не узнал. Меня всегда интересовало, почему вдруг он захотел, чтобы по его книге написали сценарий мы с Ильдором Уразбаевым. Ну, мы написали. Вот я сейчас вдруг подумал, потому что там меня удивило, что он для меня казался маститый такой писатель, известный писатель, режиссер известный. И вдруг и мне нравится сценарий. Тем более мы написали по книге прям, придумали много чего, но то, что ему нравилось. У нас с ним никаких вообще проблем не было в работе. С Сакеном у нас не было никаких проблем. А вот с редактурой было. Как-то мы так весело ее преодолели. Уже я не знаю, как он ее там преодолевал. В результате он снял фильм, по-моему, очень хороший. Я вас слушаю. Я вас тоже. А ну, открой багажник. Шашлык. А почему эти женщины голые? Разве? Странно. Значит, во сне видел. Хорошо. Солнце, жарко. А почему это не горит? Что не горит? Вот это! Жопушный свет не горит! Когда я тебе догонял, ты тормоз давал, а свет не горит. Ну-ка, давай талон. Слушай, эти женщины автомат, что ли? Так быстро одеваются, так и быстро раздеваются. А? Вот это была единственная наша работа. Еще однажды, лет через 10 или 15, почему-то мы встретились здесь уже в Москве, за городом, где я живу. И он, почему у меня был сценарий лежал, который не поставленный был. И действие происходило, кстати, в Казахстане, в Алмате там действие происходило. И я ему рассказал про этот сценарий, и он знал про него, и он сказал: дай мне сценарий, я прочту, и, может быть, я поставлю фильм по нему. Вот я ему нашел сценарий, я даже его с трудом нашел. Я не очень храню свои сценарии. И он его взял, но я даже не помню, он сказал, что ему сценарий нравится, а почему не делали кино по этому сценарию? «Дорога в Диснейленд» назывался он. Я, честно говоря, не помню, до меня как-то не очень это беспокоило. Вот так мы жили, дружили, но, понимаете, он мне был очень, у нас были очень, даже как-то неловко это говорить, очень нежные такие отношения, вот когда я чувствовал к нему просто братскую какую-то любовь, и я чувствовал, что у него такая же любовь ко мне есть, понимаете, вот симпатия, так назовем, не любовь, а
что сейчас двусмысленно это слово трактуется в отношениях среди мужчин. И поэтому такая симпатия человеческая, конечно, естественно, у нас была с ним, и поэтому мне очень печально и грустно, что он так рано покинул этот мир. Первое, конечно, я выражаю искренне, просто от души соболезнования. Я всегда Сакена помнил и до сих пор помню, как одного из выдающихся просто казахских кинодраматургов, но потом он ушел в режиссуру, и, как говорится, наши дороги разошлись, каждый уже при своих интересах, вот, прожили эту жизнь, но то, что он так рано ушел от нас, это большая потеря, мне кажется, для казахского кино и даже для нашего кино. Потенциал Сакена Нарымбетова как кинодраматурга, как очень способного, талантливого, такого мобильного, интересного вгиковца был огромный просто. И то, как он себя реализовал, это действительно, наверное, останется в истории и советской школы киноискусства, и казахского кино, и нашего кыргызского кино. Поэтому, светлая память нашему другу Сакену Нарымбетову, не будем его забывать. И вот это всегда у меня вот хранится в сердце. Сакен Ага, до сих пор не верю, что вас нет, потому что для меня вы всегда есть. Для меня киностудия «Казахфильм», она всегда ассоциировалась именно с вашим кабинетом, с вами, сидящим на диване. Последнее время, да, когда я стала уже взрослым кинематографистом, начиналось все очень банально, но банально смешно, потому что вот как мы с ним познакомились, я пришла поступать на его курс в магистратуру КАЗНУИ. Я не знала, как выглядит Сакен Ага. Мне сказали, вот мастером будет Нарымбетов. Но поскольку я не из семьи кинематографистов, а из семьи врачей, и я первый кинематографист в своей семье, но я писала всякие истории, я принесла их с собой на собеседование, принесла там этюды, и очень сильно нервничала, очень сильно волновалась перед встречей, и пошла покурить за угол, там у нас есть такой уголочек в Академии искусств, и там стоял какой-то человек, который дал мне, во-первых, прикурить, я не могла найти зажигалки, и, во-вторых, я у него спросила, извините, вы не знаете, а кто вот Сакен Ага? А он говорит, ты по какому делу? Я говорю, я на собеседовании, вот творческий экзамен вот принесла. Он говорит, да? А что ты принесла? И я стала рассказывать историю, которую я принесла. Он смеялся, хохотал, вот такой щупленький, небольшого роста, но такой веселый. Я подумала, какой классный Агашка. И, в общем, я дорассказала, он еще что-то спросил у меня про семью и так далее, и пожелал мне удачи. И я пошла в назначенное время, открываю дверь, а там сидит мой Агашечка. И оказалось, что это есть мой будущий мастер, мой маэстро, мой Сакен Ага. И у меня было смешанное чувство, и чувство стыда какое-то, потому что я не знала, как он выглядит. Но во время обучения он пытался нас воспитать режиссерами, которые мыслят свободно. Он рассказывал, показывал свои фильмы, рассказывал о мировом кинематографе. Мы разбирали его любимого Феллини, мы разбирали Антониони, мы разбирали очень много картин. И я во всех этих встречах наших с мастером я все больше и больше проникалась той глубиной, которая есть в нем. То есть, казалось бы, он такой легкий, такой, такой человек, который непринужденно, да, может вести беседу, всегда веселиться, но на самом деле он был очень глубоким режиссером, очень глубоким человеком. И вот эта глубина и вот эта легкость, с которой он рассказывал очень серьезные вещи, она меня всегда поражала. Мне посчастливилось сняться в одной из его картин «Мустафа Чокай». Он пригласил меня на небольшую роль, и я узнала его еще и с другой стороны, как режиссера, да? Как режиссера в качестве актера. Насколько тонко он работает и работал с актерами, насколько у него все это было вроде все продумано,
но он тебе дает свободу. И я поняла, почему его люди, очень сильно любят актеры, да, почему его вообще очень любили, его любили молодые режиссеры и любят по сей день. Ведь всегда можно было прийти в этот кабинет, постучаться и сказать: Сакинага, у меня вот новая идея, Сакинага, я принесла сценарий. Он говорит: пойдем попьем чай. И когда мы закончили магистратуру, я сделала свой дипломный фильм, он посмотрел и очень... была минута молчания, после чего я подумала: господи, все это или провал, это, наверное, вообще серьезный провал, он молчит целую минуту, это было страшное ожидание, и потом он повернулся ко мне и сказал: ты далеко пойдешь. Это были слова, которые поддерживали меня всегда, потому что если в тебя верит твой мастер, это очень много значит. И эту поддержку он оказывал мне и дальше, когда мне было очень тяжело, потому что запуститься в дебют или вообще снять картину в Казахстане, это в целом всем режиссерам тяжело очень получить финансирование, но особенно тяжело женщинам-режиссерам, потому что это вообще такой мужской мир, и он всегда был рядом, незримо, на всех просмотрах, на всех предпросмотрах. Он подходил, улыбался, говорил: пойдем. Мы выкуривали по сигарете. Он кашлял при этом страшно. Я говорила: Сакинага, может, вам бросить курить? Вы же не можете уже. Он говорил: я могу. И вот это лицо его, улыбающееся, оно останется навсегда со мной. Мой мастер останется всегда моим мастером. И я невольно, когда я работаю над любым материалом, я всегда думаю: а что бы он сказал? А понравилось бы вот это его? А как бы он поступил, да? Это чувство останется со мной навсегда. Потому что, наверное, сейчас, когда уже есть у меня свои мастерские, я передаю им часть того, чему научил меня он, как он разбирал материал. И я благодарна ему безумно, потому что он, он всегда был крестным папой, да. И он говорил: Эль, вперед, ничего страшного, отказали, ничего страшного, не получилось, иди вперед. Всегда улыбался и всегда был готов тебя поддержать. Даже если ему не нравился какой-то материал, сценарный или там, да, снят, он говорил: в общем, вот тут чуть-чуть надо бы или перемонтировать, или сделать. Настолько это все было тактично, настолько это было всегда мягко. И Сакинага останется для нас всегда человеком, режиссером, который задал стиль, задал какое-то прям направление в казахском кинематографе. И я очень хотела бы, чтобы вот это наследие, то есть все его ученики, те, кто его снимал, те, кто снимался у него, то снесли эту часть и помнили его имя всегда. Я думаю, что он будет навсегда с нами. Вот. Меня часто спрашивают в Казахстане и в Америке, почему я решила стать актрисой. Я никогда не мечтала и не думала быть актрисой, пока не встретила Сатыбалды Нарымбетова. Я согласилась участвовать в кастинге. Мне предстояло сыграть самую сложную психологическую роль, сцену из фильма, где моя героиня пытается повеситься, покончить жизнь самоубийством, но, к счастью, ее спасают. Да что ты делаешь, а? Вот дура! Да что ты делаешь, а? Дура! Сумасшедшая! Леня, что с тобой, а? После очень сложной эмоциональной сцены я даже не представляла, что я смогу сыграть эту роль. И когда меня выбрали из 1000 девушек, моя семья очень переживала, и было непросто согласиться. Мы в итоге решили, что я буду сниматься в этом фильме, и на съемки со мной отправилась моя бабушка и мой дедушка. Они стали очень близкими друзьями с Сатыбалды, и Сакинага стал очень близким другом нашей семьи.
Вот так началась моя ранняя актерская карьера. Съемки фильма проходили в маленьком поселке недалеко от Алматы. И мне впервые удалось увидеть и испытать жизнь за пределами большого города. Жители этого поселка очень активно участвовали в съемках. И это было огромным событием в их жизни. Мне также удалось увидеть и испытать жизнь молодых нуждающихся девушек, у которых не было больших возможностей получить образование и реализоваться в жизни. Это мне очень помогло создать образ Лейлы, роль девушки, очень сильной девушки, которая, несмотря на все ее препятствия и сложности, меняет мир в лучшую сторону. Как и Саты Балды, через свое творчество и жизнь всегда стремился изменить мир в лучшую сторону. Он окружил меня уникальными личностями, звездами советского кино, Наталья Рибасарова и Бадур Цуладзе. Они очень глубоко повлияли на меня, на мое мировоззрение и на мою актерскую карьеру. И все это благодаря Сатыбалды Нарымбетову. Он верил, что фильм «Молитва Лейлы» вдохновит настоящее и будущее поколение Казахстана и всего мира. И мое творческое партнерство с Сакен Ага является примером того, что самые большие необыкновенные мечты сбываются. И вся его жизнь, его творчество было необыкновенно совершенной мечтой. И мне посчастливилось разделить это через фильм «Молитва Лейлы». С юных лет в нем воплотилась вся его любовь и вера. Приводила в душу в трепет слово «Иерусалим». Осторожно, доченька. Лейла и Сатыбалды Нарымбетов останутся в моем сердце и в моей памяти навсегда.